Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Петрова. Здравствуйте. На календаре четверг, 14 декабря. В республике расширены категории участников СВО, которые будут получать единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Напомню, мобилизованные жители Чувашии, а также контрактники и добровольцы, ушедшие в зону СВО через региональный военный комиссариат, получают поддержку от республики. Согласно указу главы региона, принято решение расширить эту категорию участников спецоперации. Теперь рассчитывать на единовременную выплату могут и иностранные граждане, заключившие контракт с 1 сентября этого года через военный комиссариат республики или пункт отбора на военную службу по контракту в Чебоксарах. В столице демонтируют незаконно установленные гаражи. Такое поручение дал временно исполняющий полномочия главы города Чебоксары Денис Перин. Так, на этой неделе на территории Ленинского района города Чебоксары в присутствии представителей администрации, горком имущества, дирекции гаражных хозяйств проведено вскрытие гаражей с их дальнейшим демонтажом. Отмечу, работа в этом направлении началась заблаговременно. В октябре чиновники обследовали сразу несколько улиц. Всего выявлено 20 незаконно установленных конструкций. Владельцы гаражей о необходимости переноса были уведомлены заранее, но никаких мер не предприняли. Сегодня в Чебоксарах пройдет 11-й республиканский экологический фестиваль «Зеленая Чувашия». Традиционно площадкой для проведения масштабного форума станет Национальная библиотека. Гостей ждет насыщенная программа. Фотовыставка «Знай и люби природу родного края», интеллектуальные игры, мастер-классы, викторины по переработке отходов, экологический шашечный турнир. Кстати, впервые на фестивале будет организован сбор редких фракций вторсырья – CD-диски, фломастеры, дозаторы, пластиковые карты, зубные щетки, винные пробки, шариковые ручки и чеки. В пленарной части праздника будут заслушаны ряд тематических докладов. Сегодня в Республиканской детской юношеской библиотеке откроется первая региональная лаборатория детского и подросткового чтения «Знай, читай». Проект разработан Российской государственной детской библиотекой при поддержке Министерства культуры страны. Это уникальная интерактивная площадка, где можно познакомиться с историей русской письменности и печатного дела от истоков до современности, а также с русскими народными сказками и фольклором народов России. Помимо этого, здесь будут проводиться познавательные экскурсии, организованы занятия кружков и студий, театрализованных чтений для школьников. Отмечу, лаборатория детского и подросткового чтения уже вторая по счету в ПФО. Создание подобного пространства стало возможно благодаря победе во всероссийском конкурсе методических разработок литературных и краеведческих мероприятий «Сказки нашего края». На суд жюри детская юношеская библиотека представила проект «Чувашская сказка. Мой спутник и друг». Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего, продуктивного дня и отличного настроения. Оставайтесь на телеканале «Россия».